Система здравоохранения Республики Таджикистан за годы государственной независимости развилась в лучшую сторону и применила ряд комплексных перемен, направленных на переход к новой системе здравоохранения, которая включила в себя иные механизмы управления, финансирования и функционирования. Благодаря государственной поддержке данная сфера остается основным финансирующим органом и поставщиком услуг здравоохранения в стране. Внедрение новых современных медицинских оборудований прежде всего улучшает процесс медицинского обслуживания у врачей и медицинских результатов в стране, способствуя тем самым развитию сферы здравоохранения. Политика открытых дверей Республики Таджикистан для развития сферы здравоохранения, во-первых, позволила импортировать современное медицинское оборудование, во-вторых, открыла путь специалистам для повышения квалификации выезжать за пределами государства. В данном контексте со стороны благотворительного фонда Ситурай Фаизбахш Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан была представлена помощь в виде 10 новых современных автомобильных средств первой помощи. Транспортные средства оборудованы современными передовыми технологиями по оказанию первой медицинской помощи населению. Нужно отметить, что здоровье народа является ценнейшим богатством, важнейшим фактором развития и благосостояния страны. С этой точки зрения здравоохранение должно рассматриваться не как сфера потребления, а как сфера доходных капиталовложений, направленных на сокращение бедности, мобилизацию ресурсов, привлекающих внимание международного сообщества. Нужно подчеркнуть, что ранее из-за отсутствия современных диагностических технологий больным пациентам приходилось выезжать за пределы страны для лечения. Благодаря неотъемлемой поддержке лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и государственной независимости, сегодня все эти препятствия нашли свои решения, и любой пациент, не выезжая за пределами государства, спокойно может провести полное обследование и вылечиться. Путем сооружения высотных зданий, реконструкции парков, культур и отдыха, уличных скверов, а также посадки различных видов растительности, облик центра Хатонской области города Бухтар заметно улучшился в лучшую сторону. Восстановление уличных тротуаров и автомобильных дорог является неотъемлемой поддержкой правительства страны и патриотично настроенных предпринимателей местности. Путем данной инициативы в городе заметно развивается дорожная коммуникация. Путем достойной встречи 30-й годовщины Дня государственной независимости страны во всех джаматах города были проведены работы по асфальтированию автодорог. С ежегодным сооружением современных объектов, торговых центров и ряда культурно-развлекательных парков облик города Бухтар улучшается в лучшую сторону. Во всем этом есть заслуга работников жилищно-коммунального хозяйства. Нужно отметить, что работники жилищно-коммунального хозяйства в сотрудничестве с инспекцией по охране окружающей среды в годы развития села, туризма и народного промысла намерены в городах и районах культурно-развлекательных парках, проспектах и улицах провести ряд мероприятий по благоустройству и озеленению территорий. Стартуя с декабря по март месяца по всей стране активно идут созидательные работы по посадке вечно зеленых деревьев и сезонных цветов. Поддерживая подобную инициативу, коллектив медицинского колледжа города Турсунзаде, используя благоприятные погодные условия, провели кампанию по посадке растительности. Работы по благоустройству в основном были проведены вдоль и окрестностях образовательного учреждения. По словам ответственных лиц, в кампании были посажены более 200 ростков деревьев и черенков цветов. Активисты намерены продолжить данную инициативу и на других территориях города. По их мнению, подобное дело будет способствовать благоустройству и экологическому развитию страны в целом. Ежегодно накануне пробуждения природы, как доброй традиции по всей стране, жители начинают посадку фруктовых деревьев. Каждый год в феврале месяце начинается культивация почвы и работы по озеленению территории. Посадка деревьев и поддержание чистоты окружающей среды – задача каждого гражданина Таджикистана. Земли сельских хозяйств района Кубадиан раньше использовались для выращивания различных видов сельхозкультур. Теперь же земледельцы намерены в определенных участках земли разбить новые сады под виноградника. По словам ответственных лиц, на площади 150 гектаров земли были проведены агротехнические работы и посажены 13 видов лучших сортов винограда. Путем открытия подобных возможностей более 200 человек будут обеспечены постоянными рабочими местами. Нужно отметить, что урожай из этого виноградника в будущем будет использоваться для экспорта в другие страны.
За годы государственной независимости в Сагдийской области в различных секторах социального назначения были проведены работы по благоустройству и созиданию. В данном контексте в ряде сельских джамуатах, городках и селениях области за последние годы со стороны местных жителей и патриотично настроенных предпринимателей были соорудированы и сданы в эксплуатацию десятки новых современных объектов различного профиля. Поддерживая политику правительства страны, местные предприниматели путем возведения новых медицинских учреждений и оснащения их новыми передовыми технологиями, они вносят свой вклад в развитие системы здравоохранения и защиты населения области. Нужно отметить, что таким путем коренным образом изменяется инфраструктура этой важной социальной сферы не только в столице, но и в областях страны. Природные ресурсы Таджикистана в последние годы стоят на стадии научного обучения, где в итоге перерабатываются и внедряются в промышленное производство, поддерживая развитие индустриализации страны. Как четвертую национальную стратегию, специалисты отрасли стараются путем организации различных видов фестиваль-конкурсов продвигать свою продукцию на мировом рынке. В данном контексте в Душанбе прошел городской тур конкурса «Искусство украшения из камня». Нужно отметить, что конкурс будет проводиться с целью реализации пункта 19 графика проведения фестиваля, выставок, праздников и конкурсов традиций и народных ремесел в Республике Таджикистан на 2019-2021 годы. Цель проведения подобного рода конкурса прежде всего направлена для возрождения национального искусства и переработки драгоценных камней. Проведение конкурса даст хорошую возможность для стимулирования и продвижения природной продукции на мировом рынке, поддержки деятельности и продвижения отрасли, а также повышению осведомленности об изделии и добытых ценных и декоративных пород. Следует отметить, что данный конкурс будет проводиться в городской, региональной и областном уровне. В городе Куляб Хатлонской области для возрождения и почитания народных промыслов, а также вовлечения молодого поколения, в частности девушек, к изготовлению национальных блюд и сладостей прошел конкурс «Искусство украшения Дастархана». Данный конкурс, который был организован исполнительным органом государственной власти в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел, приняли участие женщины и молодые девушки. Каждая участница серьезно готовилась к конкурсу и старалась лучше предоставить приготовленные салаты и национальные блюда, чтобы завоевать достойное место. Национальные блюда, такие как курутоп, шакароб, несколько видов мучной похлебки, лепешки, приготовленные в тандыре, чапути, кульча, самса, различные сладости, фруктовые соки и нектары свидетельствовали об обилии и достатке каждого дома. Основными условиями конкурса являлись предоставление национальных блюд, состава и способа их приготовления, специфики и манера одевания участниц. Состав жюри серьезно оценил каждый украшенный дастархан и обсудил все блюда, красовавшиеся на нем. Напомним, что цель проведения конкурса является почитание традиций предков, возрождение и развитие национальных блюд, повышение приоритета отечественных продуктов, полезных с экологической точки зрения, правильное оформление дастархана и соблюдение бережливого отношения в проведении мероприятия.